Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ваше любимое кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». Вы не поверите, сегодня на нашей кухне сам Геннадий Хазанов. Встречаем! Не верится, вернее, верится с трудом. Как говорят татары, исан мисс. Здравствуйте, Руслан. Геннадий Хазанов – популярный российский актер эстрады, театра и кино, телеведущий, руководитель Московского театра эстрады, народный артист России. Родился в Москве 1 декабря 1945 года. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Всесоюзный успех пришел к Хазанову в 1975 году. С 90-х годов Геннадий Хазанов начинает сниматься в кино и выступать в драматических спектаклях. А с 1997 года он главный режиссер Московского государственного театра эстрады. Сейчас Геннадий Викторович ведет активную общественную деятельность. Его можно часто видеть в качестве члена жюри различных телешоу и ведущего телевизионных программ. В качестве актера сотрудничает со многими московскими театрами и буквально на днях с театром Антона Чехова посетил Казань. Геннадий Викторович – лауреат государственной премии, награжден орденом Дружбы и орденами за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степени. Но, понимаете, тут вдвойне фантастика. Во-первых, я знаю, что вы не участвуете в кулинарных шоу. Никогда. Сами не готовите, но при этом любите вкусно поесть. Но самое главное, что до сегодняшнего дня никому не удавалось меня вытащить на кулинарное шоу. И только приехав сюда, в Казань, на гастроли, вот мне сделали предложение, от которого я не могу отказаться. Спасибо. Но... А вы знаете, Руслан, у этого согласия есть такой мотив. Много лет назад в театре эстрады я мечтал открыть там какой-нибудь при театре эстрады ресторан. И мне, значит, самый главный наш ресторатор Новиков сказал, что такое невыгодное помещение, вход со двора. Я ему говорю: я знаю, что там надо открыть. Там надо открыть ресторан татарской кухни. Это правда? Даю вам слово. Но что получилось в результате? Открыть можно все, что угодно. И назвать можно как угодно. А дальше весь вопрос даже не в интерьере, а вопрос в том, как готовят, какая кухня. И мы выяснили, что мастеров очень трудно найти. Именно татарской кухни? Да, очень трудно. Я приехал сюда, мне говорят: у нас тут такая программа есть, и там вот есть такой Руслан. Ну, ладно, пойду посмотрю. Геннадий Викторович, вы сделали правильный выбор. И прямо сейчас мы познакомим с одним из самых главных, можно сказать, в десятку татарских блюд это входит. Блюдо называется запеченная говядина. Вы знаете что? Вы знаете, оставьте эту оговорку в кадре. Я вам скажу почему. Это был, по-моему, если я не ошибаюсь, страшно сказать, 75-й год 20-го столетия. И нам предложили поехать в большую гастрольную поездку по Латинской Америке. И нам нужно лететь было через Вашингтон. И вот Кобзон со своим коллективом поехал. И у руководителя коллектива, его уже, к сожалению, нет на нашей бренной земле, такой был замечательный пианист, джазовый пианист Борис Рычков. Нас предупредили, что немножко еды с собой надо взять, потому что денег не будет, и поэтому придется как-то обходиться какое-то время запасами. При этом было известно, что ввозить мясо и мясные консервы нельзя. В Америку? Не категорически. Ну, и мы проходим таможню, и двухметровый таможенник, красавец, негр, просит открыть чемодан. Он открывает чемодан, и весь чемодан в банках с тушенкой. Весь. Он спрашивает, что это? Ну, а Боря хорошо говорил по-английски. И он говорит: фиш. Рыба. Тут на него смотрит и начинает звать своих товарищей, таможенников.
И вот они подошли, и говорит, он показывает, фиш. Все. Ну, все умирают. Когда он начинает объяснять, что вот мы артисты, что у нас совсем нет денег, и вот это вот наша еда. Он так как-то посмотрел, понял, что практически мы советские негры. Да. И тогда сделал так, он закрыл этот чемодан, так толкнул его хозяину, посмотрел на него, засмеялся и сказал: фиш. Поэтому, Руслан, это оговорка, что это говядина. Да. Так и будем говорить, как бы ее ни назвали на самом деле, да. Она должна кричать му. Это у нас сегодня татарский фиш канина. Да. Мы будем готовить самое популярное татарское мясо канина, запеченное в печи. Готовится она очень легко. Приступаем. Для этого берем свежую канину, Так, смотрим на нее и ставим на место. очень хорошо. Потому что сейчас, самое первое, мы начинаем резать зелень и делаем такой небольшой маринад для нее. Мы используем базилик, Замечательно. укроп. А скажите, пожалуйста, морковь используется или это просто она для декорации? Ну, в принципе, это и для питания, и для декорации. Да, Но мы сегодня тоже будем использовать, кстати. Как? А можно? Я Приятного попробую? аппетита, конечно. Спасибо. Конечно. Ну что ж, Геннадий, кроме моркови, какие еще блюда любите кушать? Вот готовит ли у вас жена? Чем кормится в театре? Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям. Жена стала готовить меньше, потому что готовит она очень хорошо, а когда хорошо готовит, хочется это съесть. А когда это хочется съесть, с возрастом это переваривается все медленно и медленно. Ну вот хотя бы тройку блюд назовите, которые вот всегда вы рады, когда они есть на столе. Но, честно сказать, вот чтобы не выглядеть, мне так нравится, как вы режете. Но годы проведенные. Руслан, даже рассказывать не хочется. Хочется попробовать скорее. Нет, просто это красиво как. Хороший комплимент. Это ваше. Ну, давайте так. Татарскую кухню пробовали хоть раз, кроме этой татарской моркови? Послушайте, я вырос в послевоенное время в Москве, такой район, он называется Замоскворечье, за Москварикой. А у меня был старший брат. То есть он есть, но лет на 9, ну, больше, чем на 9 лет он старше. У него был друг. Этого друга звали Шамиль. Татарин. Таким образом, я с очень малых лет много очень времени проводил в этой татарской семье. И мама Шамиля, она очень хорошо готовила. И поэтому я с татарской кухней познакомился очень рано. Это что? Подсолнечное масло Нет, заливаем канину. Я думал, это... Нет. У татар это после приготовления блюда. Нет, татар вообще не пьют. Согласен. Смешиваем зелень, подсолнечное масло и специи. У меня после концерта, это было очень много лет назад, я не успел поужинать. Я помню, как в поезд мне вносят вот это, вот прямо почти в таком же виде. А я думаю, что-то кукурузы не хочется сегодня. То есть вы перепутали чак-чак с кукурузой? Да. А мне говорят, ну попробуйте. Но потом не оторвитесь. И я вспомнил, когда я попробовал, я вспомнил детский вкус. То есть тогда вы уже пробовали чак-чак? Да. Спасибо Шамилю за чак-чак. Даже фамилию помню. Гафуров. Представляете, год 3-4 назад я выхожу из театра, и на служебном входе стоит очень немолодой человек. Он смотрит на меня, говорит, ты меня не узнаешь? Я говорю, Шамиль, ну как это, скажи мне, как ты думаешь, у меня что, совсем уже с мозгами плохо стал? Ну как я могу не узнать? Я говорю, ну я так изменился. Я говорю, ну не до такой степени. Геннадий Викторович Казанов помнит всех татар в лицо. Ну что ж, Геннадий Викторович, мясо готово Руслан, не практически. надо иронизировать. Мы живем в какое-то такое время, когда еще не наступил период национальной самоидентификации, когда одна нация доказывала другой, что она лучше.
честно говоря, приехав в Казань, вот уже на эти дни, я хочу сказать, эта толерантность, которая несет в себе татарский народ, это величайшее дело. Не надо делать резких движений, надо уважительно относиться вообще к любой нации. Вы готовьте. Интересно, сколько вы солить будете? Но татары, в принципе, как и все нации в России, солят на глаз. Не надо на глаз, на конину. На конину! солить. На конину! Так, но в этом-то и свойство маринада, что конина берет в себя все самое лучшее, и здесь, я думаю, никто не пересолит никогда. Итак, маринад готов. Напоминаю, мы покрошили зелень, добавили подсолнечное масло, перец, специи, соль и на 2 часа отправляем нашу конину в холодильник. И затем продолжим разговор с нашим уважаемым гостем и мы поговорим про театр Антона Чехова. Дорогие друзья, мы продолжаем готовить запеченную конину, и у нас в гостях сегодня Геннадий Хазанов. Геннадий Викторович, конина у нас в холодильнике, немножко охлаждается в маринаде, и сейчас мы, татары, любим удивлять, мы, татары, любим вкусную кухню, и я знаю, что буквально на днях в одном из казанских ресторанов вы попробовали замечательный десерт, который называется сорбетто. Но это в современном варианте, в татарском варианте, вот старые наши ханы восточные называли это блюдо щербет. Вариантов приготовления щербета очень много. Мы возьмем тот, ну, практически, который вот вы и попробовали. Готовится он из авокадо, и добавим это немножко лимонного сока, сейчас сами все увидите. Договорились? Вы скорее давайте. Итак, мы приготовим прямо сейчас этот небольшой десерт. Для этого чистится авокадо, и задается вопрос. Уважаемый Геннадий Викторович, расскажите, пожалуйста, вот как попал театр Антона Чехова на нашу татарскую землю? Давайте, начинайте. Начинаем. А я буду отвечать. Поехали. Значит, я попал в ноябре прошлого года на один юбилей. На этом юбилее я встретился с президентом Татарстана. Причем мы так встретились, как будто мы всю жизнь были знакомы. И я возьми и скажи, так хочется поехать в Казань на гастроли с репертуаром театра Антона Чехова. Рустам Нургалиевич спросил, а сколько спектаклей в репертуаре? И я сказал, что 5 спектаклей, а еще 5-й только репетировался. И в этом 5-м названии я не играю. Президент набирает номер телефона, с кем-то говорит. Потом я узнал, что это был министр культуры Татарстана. И президент сказал, ждите, с вами свяжутся. С вами свяжутся. Все, дальше было как в сказке. Точность реализации замысла была такая, все было абсолютно, как будто, понимаете, это происходит в не нашем сегодняшнем, в нереальном пространстве, когда на каждой ступени ты можешь столкнуться, здесь барьер, здесь препятствие, здесь ничего не было. Ну, я говорю, ну вот хочется, знаете, хочется сказать, но вот это вот у вас все-таки еще не очень. И от этого радость получил. Не знаю, что сказать. Так, сейчас мы все наше авокадо размельчим в блендере, добавим туда сок лимона. Так. Вот, и на огне мы растопили сахар, у нас получился сахарный сироп. Все это смешаем и отправим в холодильник настояться. Но перед этим расскажите, пожалуйста, вот так вас встретили, красиво пригласили, а зритель, казанский зритель, отличается ли от московского, от других городов? Во-первых, такое впечатление, что казанский зритель сыт. Ощущение, что тебя кто-то хочет съесть, глядя в зрительный зал. Нет. Наоборот, люди пришли для того, чтобы посмотреть, что за спектакль, что вы играете, что вы нам сюда привезли. Нет ли такого ощущения, что вы приехали куда-то в российскую глубинку? Слушайте, какая глубинка? Вы давно ездили по Казани, по городу? А вы-то привыкли? Да. А я-то из одного города в другой. Не хочу называть другие волжские города. Боюсь попасть в санкции. Я уже однажды попал в саратовские санкции.
Я приехал и пошел к Познеру на программу. Да и взял и сказал, что это какая-то деревня Гадюкина. Не всем понравилось. Дорогие друзья, итак, очень интересная история и, самое главное, очень вкусные блюда. Надеюсь, вы в этом убедитесь сами в конце нашей программы. Сейчас включаем блендер, и вы увидите, что у нас получится. Итак, Геннадий Викторович, наша смесь готова, и сейчас мы ее тоже отправим в холодильник, немного отстояться. А сейчас возвращаемся к нашей конине и будем ее уже фаршировать и отправлять в печь. Сорбет из авокадо. Очищенные от кожуры авокадо нарезали на небольшие кусочки, полили сахарным сиропом, соком одного лимона и взбили блендером до получения однородной массы. Полученную смесь поместили в морозилку на 3-4 часа. Мы продолжаем готовить сегодня два блюда. Это запеченная конина и сладкий десерт сорбетто. И с нами в студии Геннадий Хазанов. Геннадий Викторович, вот наша конина. Аромат, как говорят татары, перфекто море, что в переводится очень вкусно. Сейчас на конине мы делаем небольшие разрезы и фаршируем чесночком и морковкой. Все очень просто. Да просто это главное попасть точно. Ну, я думаю, Так. у нас все получится. Прям целую дольку? Нет, мы сейчас немножечко... Я думаю, дольку чеснока можно разделить на 3-4 части. Вот так вот. Так. И все. Геннадий Викторович, скажите, пожалуйста, вот как все-таки удается все это совмещать? Ведь сейчас вас люди узнают не только как актера, а как участника многих телевизионных шоу. Посмотрите, пожалуйста, татарская кухня, она ведь манит. Как удается совмещать? Руководитель театра эстрады. Вы мне сейчас участник телевизионных шоу. мешаете. Нет, я бы, конечно, с удовольствием рассказал о своих достижениях, но их не так много. Слушайте, так что вы хотели спросить меня? Ой, То есть вот я бы мог вашим ассистентом работать, между прочим. оставайтесь. Поезд вас всегда будет ждать. Заправленный поезд Казань-Москва. Вот все-таки куда вас больше тянет? К театру, телевидению, кино? Честно, конине меня тянет сейчас. Никуда меня отсюда не тянет. Уже, да? И да, это театр, общественный деятель, жюри точь в точь. Все это уже в прошлом. Все позади. Все в прошлом. Впереди конина и сорбет. Вот зачем, собственно говоря, я уже и живу. Понимаете? У меня Так больше приятно это слышать. другой задачи нет. Готов стать Людмилой, если вы Руслан. Все. И куда сейчас это несет? Еще Сейчас надо еще морковь. Да-да. чуть-чуть моркошки, буквально немножко добавляем. Осторожно, палец не обрежьте. Нет. А? У татаров это как бы оно, если отрезаешь палец, через месяц он возвращается. Понятно. Гены. Не Гена, а Геннадий Викторович. Да. Давай. Ой. Так. Так. А сколько это должно запекаться? Обычно, максимум 2 часа. 2 часа. 2 часа при температуре 150 градусов. То есть времени у нас много с вами. Нет, это у конины много времени. У нас с вами совсем времени нет. Потому что уже такая слюна вырабатывается на это дело. Так. Да, хорошо очень. Просто какая-то иллюминация. А Конина. фольгу? Фольгу. Ну, Фольгу в студию. Итак, конечно. буквально немножечко подсолнечного масла еще, чтобы конина получилась сочненькой. Так. И наш фаршированный кусочек конины уходит. Так, Лепота. Закрываем раз. так. На всякий случай второй раз, чтобы она никуда не убежала. Напоминаю, температура 150 градусов, 2 часа минимум. И затем... По Цельсию. 150 градусов? Короче, сейчас она пойдет куда? В печь? Туда, в нашу татарскую печь, под ваши аплодисменты. Прошу. Ура!
Дорогие друзья, 2 часа пройдут незаметно, и мы вместе с Геннадием Викторовичем попробуем наше замечательное блюдо – запеченные канины. Спасибо большое. И шлифанем вкусным сладким сорбетом. Жду с нетерпением. Канина, запеченная в фольге. Филе канины посыпали мелко порубленной зеленью, приправили специями, полили растительным маслом и оставили мариноваться на 1,5-2 часа. После того, как мясо замариновалось, его нашпиговали мелкими ломтиками чеснока и моркови, завернули в фольгу и поставили запекаться в духовку на 2 часа. Там-таратам, там-там-там-там-таратам. Итак, самый вкусный момент нашей программы. Открываем нашу чудо-печь. Геннадий Викторович, внимание! Специально. Опа! И там все горячо. Итак, вот она, канина манит. Ой. Ой. Здравствуй. Ароматно. Здравствуй, канина. Итак, опа, чки. Канина здесь. Кстати, вот наш щербет. Вот такая красивая смесь получилась. И пока сейчас я канину немножечко приоткрою, она буквально пару секунд. Горячая. Горячая и вкусная. Она сейчас буквально пару секунд остынет. И я, с вашего позволения, щербетика с помощью красивой ложечки. Итак, делаем вот такие красивые шарики. Раз. Достаточно. Достаточно. Достаточно, потому что вам не достанется. Я думал, вы вот эту тарелку возьмете с собой. Нет. Прошу вас. Щербет по-татарски. Попробуем. Холодно, но очень вкусно. Дорогие друзья, обязательно попробуйте приготовить щербет у себя на кухне. Нет слов. Ну а как получилось у нас канина, мы сейчас буквально через пару мгновений узнаем. Итак, готовьте тарелочку, Геннадий Викторович. С удовольствием угощу вас. Пожалуйста, и вам даже могу дать тарелку. Так. Вот так. Раз. Вот он. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Я для красоты буквально. Вторую для красоты. Обычно говорят, на вторую для храбрости. Спасибо Так. большое. Это Спасибо. вам. Ну и как, в принципе, Вот. так, буквально кусочек маленький себе. Ну, вы знаете, канину можно подавать с овощами, с любым гарниром, да? Да, у меня к вам просьба, Руслан. Нож мне дайте, пожалуйста, вот этот. Этот? Ну, конечно, потому что Красивый, большой татарский нож. тем ножом, которым вы готовили. Потому что вот, понимаете, канину просто ножом обыкновенно, это глупо. Вот. Все, мы готовы. И все. Еще так сначала. Раз, два, 3, 4 и Поехали. Так. Ой, аромат какой. Ой. Первый я. Пожалуйста. Главное, чтобы все остальное мне. О! Вот. О! Дорогие друзья, это самый лучший комплимент для меня, но и для всей татарской кухни. Понравилось? Ура! Эх, жалко я не Руслан. А как мне жалко, что я не Геннадий Викторович. Дорогие друзья, сегодня с татарской кухней мы знакомили Геннадия Викторовича Хазанова. Спасибо. Большое вам спасибо, успехов. И мы вам. ждем вас с гастролями каждый год. Ешьте на здоровье, но перед этим правильно приготовьте. Ашларыга Стамлевусен Дуслар. Смотрите нас каждую неделю. С вами был я, Руслан Шарапудинов и Геннадий Хазанов. Пока-пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Так, стоп, Геннадий Викторович. Что? Татары не отпускают гостей без подарка. Возвращайтесь. Это коллекционное издание. Специальный пошив лучших дизайнеров Татарстана. Фартук программы «Секреты татарской кухни» достается вам. Спасибо. Спасибо большое. Я все люблю по два. До встречи. Пока-пока. Сау-булыгыз. Сау-булыгыз, Дуслар. Смотрите нас каждую неделю. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.